Кто-то метко заметил, что русский штык, поп и школа – три составляющие имперской политики России, неизменные со времен царизма. Москва давно подкрепляет свою вооруженную агрессию с помощью РПЦ. Теперь же задействовали и педагогов. Высокими зарплатами мотивируют учителей ехать в Украину, чтобы промывать украинским детям мозги по российской учебной программе. Педагогам, которые согласятся делать из детей манкуртов, обещают большие суточные – 8 тысяч рублей. Неудивительно, что первые успехи этой миссии продемонстрировал Дагестан. Месячная зарплата учителя в регионе вряд ли превышает 25 тысяч. Около 60 дагестанских педагогов изъявили желание пойти на работу в образовательных учреждениях оккупированных частей Луганской и Донецкой областей. Также желание уехать в Украину выразили и учителя из центральных и южных регионов России. Украинские телеграм-каналы, близкие к украинскому подполью в Херсоне и Мелитополе, уже заявили, что завезенные из России школьные пропагандисты будут признаны законными целями партизан. Мы призываем всех педагогических работников Идель-Урала бойкотировать эту инициативу, отказываясь становиться пособниками Кремля. Все граждане РФ равны, но некоторые из них немного равнее. Не секрет, что большую часть вооруженных сил России составляют молодые здоровые ребята из дальних регионов. Третий сорт, по методологии известного кремлевского пропагандиста Тимофея Сергейцева. Об этой методологии рассказывает телеграм-канал NoFake. Третьим сортом в Кремле считаются буряты, тувинцы и якуты. Именно на них перекладывают ответственность за все зверства и военные преступления. И это сделать достаточно просто. Ведь, по данным Росстата и СМИ, значительная часть погибших в Украине – военнослужащие из Дагестана и Бурятии. В этих республиках средняя зарплата едва превышает 20 тысяч рублей. Армия для этих регионов – социальный лифт, хороший способ перестать быть третьим сортом. Русские из провинции принадлежат ко второму сорту. Их больше используют для массовости армии, уничтожая таким образом генофонд и русского народа. Первый же сорт – чеченцы, башкиры, татары. Считается, что они минимально участвуют в боевых действиях, собирают всяческие награды и снимают при этом тиктоки. Есть еще и высший сорт россиян, живущие в Москве, Питере и других крупных городах. Они достаточно зарабатывают, чтобы выбирать, как им жить. А под пули власти пустят тех, с кем меньше всего считаются. Верховный муфти РФ Талгат Таджуддин одобрил и благословил отправку башкирского батальона на Донбасс. По случаю отправки батальона в Башкортостане состоялся праздничный намаз. Таджуддин говорит, что бойцы башкирского батальона едут в другое государство истреблять крайних националистов ради Аллаха. Мусульмане всегда были самой пассионарной частью среди всех порабощенных Москвой народов. С мусульманами ассоциируется чеченское сопротивление, отпор царским войскам на Кавказе в XIX веке и борьба Казанского ханства с Московским княжеством в XVI веке. Осознавая это, Кремль пытается максимально попользоваться мусульманами, изображая их цепными псами российского государства. Путин начинал свою карьеру на фоне Второй Чеченской войны, когда физически уничтожались десятки тысяч мусульман, возложенных на алтарь политических амбиций шайки преступников из соседней страны. Теперь ВВП снова взялся за свое. Но сегодня он уничтожает мусульман не кассетными ударами по жилой застройке, а отправкой этих мусульман на фронт, чтобы они убивали и умирали за его интересы. И эти взгляды продвигает Верховный муфтий. Хотя чему здесь удивляться?
Мы являемся свидетелями того, как официальный ислам в России завершает процесс слияния с государством, превращаясь в прислужника группки власть имущих. Подобно тому, как это сделала РПЦ уже многими столетиями раньше, кремлевский ислам оставит лишь вывеску, выбросив сунну и хадисы, руководствуясь только политической повесткой. В ночь на 8 июля активисты Эрзянского национального движения провели партизанскую вылазку, расклеив в столице Республики Мордовия Саранске сотни листовок на эрзянском и русском языках, призывающих эрзян ехать на Раскень-Оскс, национальное моление эрзян в деревне Чукалы Большеигнатовского района, чтобы не дать властям использовать традиционный религиозный ритуал с целью пропаганды спецоперации. Проявление смелости, пусть даже в таком простом деле, как ночная вылазка для расклейки националистических листовок, вызывают уважение. Смелость и дерзость – предпосылки к субъектности. О смелых пишут, с ними считаются. Конечно, можно апеллировать к смелости и храбрости предков, вспоминать о былых подвигах, когда у того или другого народа было собственное государство и армия. Но живем мы не в средние века, а в 2022 году. Здесь и сейчас. Вот эрзяне здесь и сейчас дают пример.